Ассаламу алейкум. Друзья, как мы видим, ситуацию продолжают эскалировать, несмотря на то, что мы сообщаем об этом, предупреждаем, сбиваем волну, но ситуация идет по сценарию, который написан на Лубянке и в Кремле, по стравливанию дагестанцев, чеченцев, ингушей, чеченцев. Вот нас всячески пытаются стравить. Нам удается обойти эти острые углы, пока удается, но, по всей видимости, крови не избежать, потому что для этого специально эскалируется. Сейчас в Ауховском районе Дагестана земли раздают тем убийцам, которые поехали за деньги убивать украинцев, как раньше раздавали казакам, которые приходили убивать чеченцев, свободных людей. И в связи с этим я бы хотел всех попросить не поддаваться на провокации. Пожалуйста, попробуйте сдержать себя. Знайте, что специально есть программа для нашего стравливания, чтобы мы пролили кровь между собой, чтобы тот разрыв между нами увеличился, затем нам объявят, что мы там создадим исламское государство, что мы все братья и так далее, и так далее. Это делается для того, чтобы мы, Чеченская республика Ичкерия, которая на законных основаниях после развала Советского Союза наравне со всеми республиками объявили о своем суверенитете и стали жить свободно. Сейчас нам пытаются препятствовать. Дело в том, что против нас совершены страшные преступления. Треть граждан Чеченской Республики убита. И за это нужно отвечать. И они знают, что им нужно отвечать. Именно для этого, чтобы вот то преступление покрыть, они хотят создать новое преступление, новый конфликт, чтобы все в мире посмотрели на нас, сказали: так это же дикари, которые друг друга убивают. Мы не хотим, чтобы эти люди были самостоятельными. Пусть русские их контролируют, пусть дальше их бьют по голове и их контролируют. Для этого это делается. Сейчас раскручивается другая ситуация, что мы должны построить единое дагестанское, чеченское, там, ингушское или еще какое-то там исламское государство. Этот сценарий тоже не первый раз сейчас прокручивается. Мы помним, как в даргинских селах Чебанмахи и Карамахи русские поддерживали, всячески приветствовали, да, Ельцин приветствовал, Степашин приветствовал. Молодые не помнят, а мы старшие все очень хорошо помним, как Ельцин говорил, что это такие симпатичные бородачи. Степашин говорил, что тогда это был, по-моему, премьер-министр или директор ФСБ, не помню, или министр внутренних дел, они ФСБ своих людей в разные там нужные учреждения переправляют для того, чтобы более качественно и лучше делать свою грязную работу. И тогда все поддерживали ваххабитов, так называемых, проживавших в Чебанмахи и Карамахи. Чеченцы заключили договор, Шамиль Басаев заключил, в частности, договор с дагестанскими народами, что в случае чего мы будем друг другу помогать. Но когда началась война, и чеченские добровольцы пошли на помощь, не было той поддержки и того подъема в Дагестане и где-то на Кавказе. Наоборот, обвинили чеченцев в этом во всем, и мы пережили ад на земле. Наши соседи были свидетелями. Кто-то грел руку, кто-то помогал нам, кто-то сочувствовал просто, но мы все это видели. И чеченский народ прожил страшные четверть века. И сейчас находится под оккупацией и фактически в заложниках весь народ, который мобилизует. Поэтому, обращаясь к своим братьям, соседям, кавказцам, мусульманам, я бы хотел, во-первых, выразить всем поддержку и признание, если они выступают за освобождение своих народов, своих республик из-под гнета России.
Но также я хотел бы вас призвать, не надо нас объединять в единое какое-то исламское государство. Здесь на Западе, в Турции, где-то там разные комментаторы, разные блогеры сидят, рассказывают нам такие какие-то сказки, как будто мы не помним, как было в 99-м году, как было все время после, что там, давайте совместное исламское государство построим. Друзья, мы построили свое государство. Оно называется Чеченская Республика Ичкерия. Демократическое, правовое государство мы построили. И я хочу, чтобы вы тоже построили свободное, демократическое государство, которое являлось бы субъектом международного права. И мы только рады будем, мы будем вас поддерживать. Конечно же, мы все мусульмане, почти все в наших республиках, наших, мы мусульмане, но никто какого-то исламского государства, мы видели, как это было в Сирии, никто не позволит создавать такого государства, тем более в нашем положении, в котором мы находимся. Поэтому если вы не играете на руку вот этим комментаторам, блогерам, я разным говорю, если вы не играете на руку фашистской России и не хотите снова, чтобы пролилась кровь у нас на Кавказе, оставьте эти затеи, там, объединения Кавказа. Я вас лично, я уже 10 лет занимаюсь вот этой своей деятельностью, я вас лично не видел на этом поприще, чтобы вы отстаивали права чеченцев, которых угнетали и геноцидили как только могли. Ну, сейчас все так оживились, все начали о чем-то говорить и так далее. Пожалуйста, ингуши, говорите про Ингушетию. Вы знаете, как хорошо я отношусь к ингушам, к Ингушетии. Ну, все же, я прошу вас говорить только об Ингушетии. Дагестанцев я прошу говорить также только про Дагестан. Вы оккупированы, но у вас есть все основания не быть частью этой фашистской России. Мы построили свое государство после развала Советского Союза. И сейчас строить что-то новое мы не собираемся. И выбор и неволя чеченского народа. Поэтому давайте сейчас в это трудное время, в это время смуты, каждый будет заниматься делами так, чтобы не навредить, как у врачей, не навредить друг другу, не навредить самим себе. Давайте будем очень внимательно относиться к просьбам друг друга и не поддаваться на провокации. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум.